честью пройти военную службу, следовать уставу и работать над тем, чтобы звезд на погонах становилось больше. Основные требования к новобранцам во время прохождения армейской службы. Молодые ребята идут в войска охотно. Выросло и качество подготовки новобранцев. Еще до армии будущие участники Родины проходят курс по воинским учетным специальностям. Подопечным Руслана Тамбиева еще только предстоит преодолеть этот этап. Уже 24 мая они получат почетное звание рядовой войск разведки космического пространства и противокосмической обороны. Шанс служить в единственном в России подобном центре получили всего 10 ингушских ребят. Военнослужащие 24 мая убывают, 10 человек убывают в нашу воинскую часть, где в течение 35 дней они проходят курс молодого бойца, так называемый, то есть служат в роте молодого пополнения, где с ними проводят работу психологи воинской части. Еще раз они пройдут медицинское обследование. Далее проводятся с ними занятия и подготовка к присяге. Присяга, если все будет хорошо, ориентировочно 30 июня. Сам Руслан прибыл на службу в Центр контроля космического пространства в 2016 году. Тогда он был единственным новобранцем-ингушом во всей части. За 2 года он показал себя как дисциплинированный военнослужащий, подписал контракт и дослужился до звания полковника. Теперь, будучи командиром части, он приехал в республику с особой миссией покупателя. Это первый призыв, который забирается с Ингушетии, по крайней мере, с 2010 года именно в эту воинскую часть. Это 4 подразделения: рота охраны радиационной, химической, биологической защиты, рота обеспечения, пожарная команда и группа радиотехнического контроля. Значит, рота охраны радиационной, химической, биологической защиты выполняет задачи по охране и обороне объекта воинской части, также предупреждает личный состав о применении оружия массового поражения, отвечает за пропускной режим, а также за выполнение мероприятий противодействия терроризму. Рота обеспечения выполняет задачи обеспечения жизнедеятельности воинской части, а также перевозки личного состава и грузов. В весенней кампании в этом году есть особенности. Изменилось законодательство в части получения дополнительных отсрочек. Они касаются студентов, СУЗов и вузов. Если гражданин при достижении призывного возраста заканчивает обучение и защищает диплом, для него действует отсрочка до 31 августа включительно. Ингушские новобранцы с нововведениями уже ознакомлены. В этот призыв ряды армии их пополнит 200 человек. Только от Малгобека их представлено 60. Этих ребят, которые будут поступать к ним в часть, мы отобрали, провели беседы с родителями этих ребят, провели беседы с ребятами, настроили их. Им надо служить с большей ответственностью, чем в других войсках и в других частях, потому что это, во-первых, не подводить нашего земляка, быть лучшими среди других сослуживцев, а во-вторых, отслужить прекрасно, если что, остаться на контрактной службе и дальше строить свой жизненный путь. Особое внимание в этот призыв уделено и здоровью будущих защитников Родины. Все призывники проходят всестороннее медицинское обследование, профессиональный и психический отбор. Результаты будут учитываться призывными комиссиями при определении ряда воинских частей. Те молодые люди, которые уже успели обзавестись семьей или их родители больные или являются пенсионерами, будут служить вблизи от дома. Улучшился быт, казарменное положение, бесконечные ряды двухъярусных железных кроватей и один санузел на весь этаж. Все это осталось в прошлом. Срочники сейчас живут не хуже, чем контрактники. Завтрак в 7 часов, далее развод, подъем государственного флага, после чего занятия по боеподготовке. В 13:00 обед, с 14 до 15 час сна. В 15 часов личный состав, заступающий в суточный ряд, готовится к заступлению, остальной личный состав бывает на боевую подготовку. В 18 часов проводятся мероприятия военно-политической подготовки, далее в 19 часов ужин, после ужина личное время, далее вечерняя прогулка, вечерняя поверка, отбой. Пока эта группа призывников только готовится отдать толк Родине, первый поток из 9 ингушских ребят уже проходит срочную военную службу в частях Екатеринбурга, Тамбовской и Ленинградской областей. Как отмечают потенциальные покупатели, они же командиры взвода, ребята из Ингушетии показывают хорошую службу и преданность делу. Забираем в город Тамбов, войсковая часть 71615, 9 человек. Но проходить службу они будут непосредственно в городе Тамбове. Значит, у нас войсковая часть образовалась
в 2009 году. Парни из Ингушетии будут служить в воздушно-десантных войсках, военно-воздушных силах, сухопутных, железнодорожных войсках и Нацгвардии. Куда бы они ни попали и какого цвета погоны не оказались у них на плечах, молодые люди не должны забывать, что они будущие защитники Отечества. Жажадат Хулхоева, Светлана Томова, Рина Цычуева, Асхаб Белакиев. Новости 24.